Всем привет, с вами Саргаланая. И Максим. Почему? Ты засомневалась в моем имени. И мы пара, мы уже год мутим. Мутим, какое отвратительное слово. Суть нашего первого видео в том, что мы подготовили несколько фактов о мужчинах. И женщинах. Да. Мужчины самые главные сплетники. И это факт. Мужчины-сплетники? Я вообще особо разговаривать-то не люблю. Это вот где люди разочаруют сам себя. Как ты пришел платить за коммунальные услуги? Я даю квитанцию, там 50 косарей, офигеть, 50 косарей, охренел вообще. Ты любишь разговаривать, ты всегда разговариваешь. Сплетни? Ты сплетничаешь. Вы даже этого не замечаете, как вы это делаете. В кругу вы собираетесь, Ну, типа... и вы думаете, что это разговор. Но на самом деле это сплетни. То есть даже мы смотри... больше сплетники, чем девушки? Да, потому что мы-то намеренно все это делаем. Типа, ой, давайте посплетничаем. А вы всегда сплетничаете. Обо всем. О чем? Обо всем. Вообще нет такого. О чем даже вы разговариваете? Смотри, о все UFC, анекдоты, о ПУБГ. Даже когда мы играем в ПУБГ. Это обсуждение, а не сплетни. Нет. Ой, Джона Джонса поймали на допинг-контроле. Здесь что за бред вообще? Почему именно такое? Это не сплетни. Даже закрытые клубы изначально кто придумал? Где они обсуждали любовниц, играли в покер, пили виски, курили сигары. Кто придумал? Какие закрытые клубы? У нас нет таких клубов. Ты не знаешь про закрытые клубы? Нет. Девушки ревнивее парней. Нет. В смысле нет? Ну типа... Не берем меня. Ты просто согласись. Не берем меня. Просто как тебя не берут? Ты яркий представитель женского пола. Нет, не берем меня. Почему? Потому что я очень ревнивая. Парни вообще не ревнуют, почти не ревнуют. Очень редко. Девушки же всегда звонят, типа, алло, типа, где ты, типа, что с тобой? Нет, есть 3 типа девушек. О. Смотри, девушка ревнивая, девушка не ревнивая и девушка, которая Ультрасоциальные себя. Нет, она надумывает специально ревность. То есть она не ревнивая, но ей надо, чтобы парень думал, что она о нем беспокоится. То есть ты такая девушка. Как это? А у мужчин такого нет. Мужчины делятся на ревнивых и неревнивых. Все. Третьего Даже не во дано. всех фильмах мужчины, там девушка куда-нибудь идет, и он сидит и следит за ней, звонит, пишет, где она, всех ее козлов вычисляет и так далее. Так? Хоть найдите хоть одну сцену из этого фильма. Никогда такого не было. В баре, красотка, будешь мохито. Все, вот. То есть ты, когда уходишь Почему я в свой фильм, бар, окей, Красотка. Это же самое уродское слово, с которым можно подкатить. Красотка. парни после расставания с девушками в большинстве случаев не удаляют номера телефонов своих бывших. Ну да, чтобы... Чтоб на всякий случай Ну, да? Вариантик. Есть бывшие? Нет, нету. Врешь? У тебя там что-то... Скула задвигала. меня, Ага, и скула. нервы вот тут вот. Не, и кусается. Серьезно? Что? Удаляй? Что у меня нет бывших здесь? Нет, все же видели это. Что? Я просто прослушал вопрос. То есть это правда, мы поняли. Все, 10-0 в мою пользу. Что они делают? Так можно же дальше общаться, нет, как друзья, типа. Нет, Но я такой бывшие человек. друзьями не бывают. Как не бывают? Не бывают. Бывают? Даже не помню, типа, сохранял и... Как это? Ну, типа, конечно... Ну как это? Смотри, ты сейчас, мы с тобой расстались, и ты такой, кто это? Я у него записано как разврат, я ему там напишу и... Что за разврат? Нет, конечно, я переименую. Ну, типа, вряд ли мне там сейчас остались солнце, типа, медвежонок, типа... Что за медвежонок? Кто это? Факт о мужчинах. Они не любят дарить цветы. Ну, потому что цветы это очень непрактичный подарок. 8 кэсов стоит Нет, нормальный букет цветов. За двушку шикарная. Где за двушку? Найдите Я за тебе двушку. Нету. Нет, тюльпаны уродские, зачем? Это вырежете? Ты пионы любишь, пионы. 4 Солнце, минимальный букет любить стоит. пионы, это нормально. Вы любите дорогие тачки, но у вас же их нет. Ты мне даришь дорогие тачки, ни Я не хрена себе. говорю об этом. Якутский колледж инновационных технологий. Будущее в твоих руках. Давайте 3 просто дарить буду, типа, так же практично ты купишь сама. Ну это же... Ты любишь эклеры, да? И как ты радуешься, когда я приношу тебе эклеры? Ну ты же их съедаешь и все, так же с цветами. я получаю Ты приносишь мне цветы, глюкозу. я радуюсь.
Я глюкозу получаю. А я получаю вот сладко эти всё вот это. эндорфины, которые у меня вырабатываются, когда я ощущаю счастье. цветы же необоснованно дорого стоят. Ну, типа, и ты же не жалко, что они умирают? Даже вчера я подумала о тебе и сказала: солнце, давай заедем и купим тебе сладкое, мне суши. Ты не каждый день заходишь. Ты почему из себя делаешь идеального человека сейчас? Я идеальная девушка. Что такое? Я тут сижу, типа, такой... Прикол, Максим подарил мне этот букет из клубники, большой такой, было очень круто, я все скушала, и там цветы по бокам были. Положила и сфотала в Инстаграм. И он меня спрашивает: кто тебе подарил цветы? Я говорю: так это ж ты. Он говорит: я тебе клубнику дарил. Следующий факт. Вы не принимаете свою внешность. Вот все девушки не принимают свою внешность, правильно? Они хотят ее изменить, каждая девушка. Мужчина, он принимает и смирился с этим. Ну, такая внешность. Нет, это же Да, не так. Вы же да. тоже ходите, прихорашиваетесь. Я только лицо мою с утра, и все, какое прихорашиваться, вот и всё. Вы ходите эти барбершопы, я не знаю, что вы там делаете по 5 часов. 5 часов? Ну, я преувеличиваю, ну не надо так. Ты прям очень сильно Нет, преувеличиваешь, смотри. типа. Мужчинам больше нравится получать комплименты от мужчин. Это факт? Допустим, девушка, она может слюбезничать и польстить тебе. Ну, типа, что понравится. А мужчина... Ну, хотя... Ну, например, я не доверяю некоторым твоим комплиментам, потому что ты заинтересованное лицо. Это, наверное, с детства пошло, когда тебя мама похвалила или когда тебя батя похвалил. Вот когда батя, ну, это прям весомый. Девушка говорит, и как будто... Она хочет... Как-то не знаю. Это Что как... хочешь? Что это опять? Я не знаю, что это такое. Это все нечестно. Я вот говорю, что это все немножко преувеличено. Они чуть-чуть преувеличенно говорят. А вот парень тебе по факту скажет. Мужчины любят рассказывать о своих бывших девушках, о своих отношениях, но совершенно не принимают, когда девушка рассказывает о своих парнях бывших. Так? Да, допустим, смотри, у парня могут быть мимолетные отношения, в которых он даже не придавал вообще значения этим отношениям. Это было просто, ну, ради чего-то, ради какого-то удовольствия, фана типа и прочее. А девушка относится прям, ну вот, это вот я с ним заведу детей. То есть они вспоминают эти чувства и прям вот с таким... Так вкусно это все рассказывают, как будто иначе... Нет, ты ревность чувствуешь просто. Ты ревность чувствуешь. Парни вообще не ревнуют, почти не ревнуют. Девушки хотят секса больше, чем мужчин. И мне кажется, что мужчины. Просто друзья об этом чаще говорят, а девушки об этом не говорят. Мужчина думает о сексе каждые 4 минуты. Это миф. Это миф. Наш общий знакомый сказал то, что он думает каждые 3 минуты. У него секса нет просто, это Егор, наверное. Нет! Все, последний у меня факт. Девушки чаще фотографируются и чаще пользуются фильтрами, чем мужчины. Нет, дофига мужиков, которые постят с собой фотографии, которые стоят у зеркала. Я не знаю, как они это делают. Я говорю, что девушки в большинстве своем больше, чем Вот, и мужчины. это нормально? Почему? А зачем вам фоткаться часто? Я не знаю, для чего. Ну зачем ты фотографируешься просто? Скажи мне. Маленькие сороковатые. Говорят мне, я делаю. Фотографируйся, типа. Да. Пора фотографироваться. У тебя есть 2 минуты. О! Мы пробуем. Это был эксперимент. Надеюсь, он будет удачным. Это Саргалана. Я Максим. Я И мы Саргалана. погнали играть в ПУБГ. Залетайте. Надо говорить Ники. Соргор биһиги кораппытыгар тохта сылыллаах үчүгэй сох курдук. Ол эрен эйигин хахан багар өйүр өйдүүр табаарыстарын манна баалар. Дойдугар да сылжан ан дойдону кытары теңге билсе олар оккасып. Манна арас элбе хайгага бээн кыйккын кырдыры хунсып. Олоккор ханнык солу тутухарын бэйэгыттен тутулуктах. Экономика Онна менеджмент Восточно-Сибирского института. Как выбрать то, что будет приносить пользу, что будет по-настоящему интересно? Определиться с будущим уже сегодня и не разочароваться в этом позже. Оставаться рядом с близкими и друзьями, но при этом открывать новые горизонты. Чтобы достигнуть чего-то большего, нужно начинать идти к цели прямо сейчас. Якутский колледж инновационных технологий. Будущее в твоих руках.